Здравствуйте, меня зовут Ли Чанг-У. Живу в Кыргызстане со своей семьей уже 20 лет. Очень люблю Кыргызстан. В настоящее время являюсь председателем Южнокорейской ассоциации в Кыргызстане. С 2014 года на протяжении 10 лет проводятся судебные тяжбы, о которых я хотел бы рассказать сейчас. Президент Кыргызстана побывал с визитом в Республике Корея для привлечения инвестиций, предприятий из Кореи. Я тоже хочу, чтобы в Кыргызстан, где я живу уже 20 лет, приезжало много инвесторов. Однако как можно привлечь большие корпорации, когда страна не может защитить одного частного инвестора? Это печальная реальность. Я очень надеюсь, что Кыргызстан станет страной, где защитники закона смогут защитить таких индивидуальных инвесторов. Настоящим делом интересуются многие кыргызстанцы, корейцы, проживающие в Кыргызстане, а также посольство Республики Корея. Хотелось бы, чтобы люди, которые следят за соблюдением закона в стране, добросовестно выполнили свою работу. Кто заслуживает суда по закону, были осуждены, и чтобы в Кыргызстан приехали много инвесторов. Посещая суды десятки раз, мне приходилось сталкиваться с самыми разными ситуациями. Несмотря на то, что наложен арест на имущество, без уведомления сторон сняли с ареста и продали дом и оборудование. Я стал свидетелем такой печальной ситуации. Готовы ли будут иностранные инвесторы инвестировать, видя такую ситуацию в стране? Не думаю, что будут инвестировать. Я искренне надеюсь, что этот судебный процесс закончится благополучно. Сколько стресса я получил, проходя через все судебные процессы за последние 10 лет. Я надеюсь, что Кыргызстан станет страной, которую не будут воспринимать как страну, где всего можно избежать, если есть власть и сила. 3 декабря прошло судебное заседание Верховного суда. Я написал письмо-обращение 5 раз в 5 организаций. В канцелярию президента, министру МИД, министру юстиции, в Генеральную прокуратуру. В результате ответ пришел из Генпрокуратуры. Где-то в середине января текущего года я пошел в Генпрокуратуру и рассказал об этом деле. Прошу президента Кыргызстана и главу ГКНБ обратить внимание на это дело, чтобы инцидент был разрешен благополучно, в том числе для укрепления отношений между двумя странами, Кыргызстаном и Кореей. Спасибо.